Всем привет! Это спецвыпуск СК Якутия, и мы сегодня вам покажем наш якутский холод. Поздравляем всех вас с наступившим Новым годом! И специально для вас мы сделали сюжет про самый короткий день в году в самом холодном месте нашей земли – Якутии. Итак, посмотрите, как мы провели этот день. Сегодня день зимнего солнцестояния, и температура воздуха составляет минус 46 градусов. Это очень холодно, весь город в тумане. Вот смотрите, ничего не видно, руки замерзают. Выходит такой воздух. Наверное, для зрителей из других регионов это будет необычным, но для нас это пустяковое дело. Минус 46, мы работаем, все идет, ничего не останавливается. Давайте пойдем, покажем город. 4 часа дня, и у нас уже ночь, ничего нету, уже темно. Сегодня нас будет водить по городу наш друг Алексей, он блогер. Здравствуйте! Алексей Михайлов – общественный деятель, продюсер, актер кино. В этом году вышел его первый фильм «Брат по крови». Второй фильм «Хвост и вымя» выйдет этой весной. Его девиз по жизни «Невозможное возможно». Сегодня я вам покажу туманный, вечерний, холодный Якутск. Поехали! Город Якутск – столица Республики Саха-Якутия, пятый город Дальневосточного федерального округа по численности населения, самый крупный из городов, расположенных в зоне многолетней мерзлоты. Зимой здесь царят трескучие арктические морозы, летом бывает жарко, как в Сочи, так что есть все основания называть Якутск одним из самых необыкновенных городов на планете. В общем, мы немножко опоздали со съемками, но мы не унываем. Можете видеть, что машины не заглушены, потому что если глушат мотор, машина быстро замерзает. дети тоже ходят в садик, несмотря на минус 46. В 7 утра мы просыпаемся, когда совсем темно. Дети еле как просыпаются. Мы их одеваем, там колготки, штанишки, потом идут подштанники, потом свитер, потом куртка. Короче, очень много. Это я еще одела такую легкую шапочку. А вообще носят вот такие шапочки, как у оператора. Такие вот зимние ушанки, ага. В общем, у нас в городе сохранились КПДшки. КПД распаковка. Кооперативный дом. Кооперативные дома есть у нас еще, они не расселены. Постройки 70-х годов примерно. Ага, и во дворах устанавливают елочки, потому что скоро Новый год. Китайская, да? Неважно. Моя подруга сказала, если в доме хорошая управляющая компания или ТСЖ, во всех дворах устанавливают елочки такие красивые. У нас тоже есть такие. Трудно, потому что у нас вечная мерзлота, потому что они идут поверху, короче. В общем, из-за того, что вечная мерзлота, у нас трубы находятся над землей, а не под землей. Если вы увидите дома, то они тоже стоят на сваях. С прошлого года у нас появился раздельный сбор мусора. Люди за экологию собирают мусор раздельно. В 1977 году на набережной Лены был зажжен вечный огонь на братской могиле участников гражданской войны, погибших в боях за установление советской власти в Якутии. Площадь и мемориал расположены на месте боя, решившего судьбу города. Вечный огонь считается символом памяти павшим, свет негасимой любви и добра. Достопримечательность. Вот, посмотри там. Мы решили вспомнить детство и покататься на горке. Несмотря на такой жуткий холод, обычно после обеда здесь дети катаются даже в минус 50. Да. Что это градусов? Самая красивая елка у нас на площади Ленина. Есть фотозона.
Капец, холодно. О, тепло же. Тепло. Ну просто помашите, наверное, подрастить. Курором берать, а? Ага, раз, два, три. Раз, два, три. I woke up feeling on top of the world, like nothing's ever gonna bring me down. This feeling got me flying high as a bird. I may never touch the ground. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate. I just wanna celebrate, 'cause it's a good day, good life. I just wanna celebrate all night. Крестьянский рынок – самый удивительный рынок под открытым небом, где торгуют в жуткий мороз, причем на улице. Посмотрите, какие товары там продают. А вы знаете, чем у нас заниматься в Якутии, как мы отдыхаем зимой, даже минус 50? Любимым местом якутян является парк под названием Северное сияние. Северное сияние. Парку исполнилось. Это любимым местом. И этому парку в этом году исполняется 10 лет. Целых 10 лет. С каждым годом. Парк становится краше, красивее, и развлечений становится много. Сейчас мы покатаемся из горки. Ага. Что Ну сделаем? и все. Эти питеры, Да. Ну и все, вы увидите своими глазами. Поехали! Поехали! Давай, быстрее! Вы не подумайте, что зимой невозможно развлекаться на свежем воздухе. В городе Якутске есть ледовый городок, где можно весело провести время даже в минус 50 градусов. Можно прогуляться в огромном ледяном лабиринте, окунуться в историю Якутии, постоять рядом с могучим Кинг-Конгом и познакомиться с другими персонажами современного кинематографа, а вдоволь нагулявшись на свежем морозном воздухе, согреться чашкой горячего чая. Посмотрите, как мы гуляли по парку. Это невероятно красиво и весело. Это тоже аттракцион. Постараемся выйти без каната. Лежит канат. Это шедевр. Это чоран якутский. Скульптуры из снега, да? Вот. Посвящены столетию СССР. Это шедевр. Ледовый парк каждый год организовывает такие вот соревнования среди местных мастеров. Достопримечательность под названием Венский столб. Подъел сидит. Еще одна яма. Ну, скумер, где? Поехали! Не было холодно, да? А так не холодно, тепло. Вот так. Адреналин. Вот так мы согреваемся в якутских морозах. Летом здесь люди купаются. Протока нашей реки Лена.
наверное, что в Якутии можно отлично провести время. Приезжайте к нам. У нас самая красивая. И холодная зима во Вселенной. Всем пока! До встречи! Мы пошли дальше кататься. Spend this time in your head. With every star, we are born again. Open your heart. Spend this time in your head. Послезавтра мы едем в Ибыский Улус с заездом в Момский район. Дорога предстоит очень долгая, мы волнуемся, ищем спонсоров, денег не хватает им. Но мы надеемся, что все получится и вы увидите невероятный контент. В общем, увидимся!